やだ。いいのかな。はい、私は東京ロープアルマティの、竹山と申します。Меня зовут Такияма. Я представляю компанию Tokyo Rope Almaty. この工場は、2018年の6月に完成して、それ以来ずっと操業を続けております。Этот завод был построен в 2018 году в июне, и с тех пор мы занимаемся производством. カザフスタンにも護岸工事で用いるギャビオンという製品がありますが、ここの東京ロープで、作っているギャビオンは、カザフスタンの、ギャビオンと比べるとはるかに金網の径が太く、枠線を用いてより頑丈なものを作っております。В Казахстане уже известно такой продукции, как габион, но мы производим габионы более крепкие, с более прочной конструкцией. И вот на рынке Казахстана мы представляем свою продукцию в виде габионов Tokyo Rope. カザフスタンギャビオンがだいたい設置して3年ぐらいで壊れてしまうところを、当社のロックボックスは25年以上持つという、製品です。То есть наш завод занимается изготовлением рокбоксов. Вот если, например, как я сказала ранее, в Казахстане производили ранее и производят сейчас габионы, которые не ломаются в течение, могут ломаться, могут не ломаться, 3 лет. Наши габионы намного прочнее и по своей износостойкости могут служить более 50 лет. 我々がなぜカザフスタンに進出してきたかと言いますと、一つはカザフスタンにはウラル川のような非常に大きな川がある。Почему мы внедрили свою продукцию в Казахстане? Потому как на примере реки Урал в Казахстане таких районов, которые, получается, вот рек, где мы можем устанавливать свою продукцию для берегоукрепления. また中央アジアのいろんな国々の中ではカザフスタンが一番そのお金持ちの国で、例えばここねあるエセンタイ川みたいなですね川全体を都市計画っていうのかな計画的にね人々がなんていうんですか憩いの場所にするような、公園とかね、こういう総合的な河川の開発計画を、進められるのも、中央アジアではカザフスタンだけなので、その2点で、ここに進出してきたと工場を作ったというのが理由になります。В Казахстане мы именно как среди других стран, прочих стран Центральной Азии мы выбрали именно потому, как является очень процветающей страной, и мы именно вот на примере своих габионов, которые установили в районе Нурлытау, это получается был проект городского значения, то есть для того, чтобы не только он несет функцию как берегоукрепляющую, он также как получается эстетические значения в плане украшения города, для того, чтобы жители города могли видеть и наслаждаться видами Нурлытау, реки Есентай, получается. これまでカザフスタン政府の支援として、ここの工場の用地ですね、土地4ヘクタールに及ぶ土地を、無償でタダでね、頂戴したりしております。Получается, вот этот завод построен на земле, которую нам правительство Казахстана выделило безвозмездно, то есть бесплатно, и выделило нам, получается, 400 гектаров, на которых мы и построили вот завод данный. また特にカザフインベストメントさんにはですね、もうここに来る以前から、いろいろななんていうのかな、我々の立場になって、いろんな支援をしてもらってます。特に2019年にアルマティ市役所と、いろんな意味でちょっと喧嘩になった時にですね、我々の立場に立って、カザフインベストメントさんは我々の側に立ってですね、支援してくださったことを大変感謝しています。Мы очень благодарны именно в поддержке Казахинвеста и до того, как мы приехали и основали здесь, и впоследствии у нас были ситуации, возникали конфликтные
с представителями власти, но именно Казахинвест нас поддерживал и всегда помогал в развитии нашего бизнеса. 先ほど申し上げた通り、政府から頂戴している土地は4ヘクタールに上りますが、まだその土地を有効活用して3分の1しかこの工場は、使っておりません。ですからもっと仕事を取ってですね、こう事業が大きくなった時には残りの3分の2の土地に、さらに第2工場第3工場と、作っていくつもりでおります。И как я и сказал ранее, вот именно благодаря Казахинвесту мы получили данную землю, ну, эту территорию, на которой построили завод, но мы получили из этой, получается, части земель мы используем только 1/4. Если бы мы получили еще больше проектов, больше работы, мы бы развивались и дальше, мы бы строили заводы еще, и второй, третий завод мы по соседству бы тоже построили, чтобы увеличить свое производство. Ну, надеемся, то есть, на то, что получится получить еще больше проектов, работы таким образом.